Большое спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Сегодня будет лекция на тему «Образ Башкортостана в фотографиях Прокудина Горского» в рамках выставки «Стоянки», которая завершится уже в эту среду, так что если вы еще не были, приходите. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, участники сегодняшнего лектория. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность за возможность выступить на вашей площадке. Во-вторых, наша с вами первая лекция была посвящена зарождению и развитию кинематографа в мире, в России и, в частности, в нашей республике. Сегодняшняя наша с вами лекция будет посвящена, но я так считаю, не менее интересной и познавательной теме, а именно появлению цветной фотографии в России. И благодаря имени Сергея Михайловича Прокудина-Горского вся Россия и весь мир практически, да, знает о существовании цветной фотографии. Ну, во-первых, я бы хотел сейчас ответить на вопрос о том, почему мне в голову пришла именно такая тема. Ну, во-первых, в прошлом году, а именно в 2023 году, исполнилось ровно 160 лет со дня рождения Прокудина-Горского. Во-вторых, вторая задача – это вот развеять некоторые мифы, которые вот сложились, к сожалению, ну, вот в годы советской власти и вот в настоящее время вот эти вот мифы, они перекочевали с того времени, а именно миф о том, что якобы дореволюционная Россия это была такая отсталая, лапотная страна с неразвитой экономикой, наукой и так далее. И вот у нас такая задача развеять подобного рода мифы. И вот, такая очень интересная вещь. В 1900, например, 50-е, 1960-е годы и даже в более поздний период, скажем, в 1970-х и даже 80-х годах в Советском Союзе, цветная фотография была довольно редким явлением. Вот, например, я с детства помню, что когда вот, у родителей был даже специальный фотоальбом, где хранились вот эти вот черно-белые фотографии, наверное, у каждого в доме, у бабушек или у ваших родителей есть такой фотоальбом с черно-белыми фотографиями, которые вот наши родители, бабушки, дедушки хранили для того, чтобы, ну, сохранить память, да, память о своих предках, о себе, о своих друзьях и родственниках. Но уже в 1906 году Сергей Михайлович Прокудин-Горский изобрел свой собственный метод изготовления цветной фотографии. Ну как свой метод? То есть он использовал именно вот уровень развития тогдашней науки, техники, да, и основываясь на достижениях европейской тогдашней мысли именно в области фотографирования, он вот, значит, стал пионером цветной фотографии в России. Ну, залезать в такие технологические дебри мы с вами как бы не будем. Наша задача состоит немножко в другом. Ну вот кратко, если вот охарактеризовать его метод, то его метод основан на методе. Вот был такой известный изобретатель европейский, а именно немецкий. Его звали Адольф Митте. Он долгое время обучался у него, и вот в 1906 году он в России изобретает свой собственный метод изготовления цветной фотографии. На чем он же был основан? То есть он снимал, Сергей Михайлович Прокудин-Горский снимал на какие-то статичные объекты, то есть объекты должны были находиться именно в статичном положении, то есть они должны находиться были в покое, да, то есть недвижимые объекты. Он снимал через три раза, да, 3 раза, причем снимал через 3 фильтра, а именно красный, зеленый и синий. Почему он снимал через такие фильтры? Ну, это было связано с тем, что человеческий глаз устроен таким образом, что он распознает
В основном три основных цвета. Это красный, зеленый и синий. И вот, значит, сняв вот эти вот три раза один и тот же объект, все эти изображения с трех пластин, да, они одновременно проецировались на экран диапроектора, так называемого, и, соответственно, получались полноцветные изображения. Ну вот, как я уже сказал, наша сегодняшняя задача, не залезая вот в дебри технологического такого процесса производства цветной фотографии, охарактеризовать биографию Сергея Михайловича Прокудина-Горского, а также вот выяснить, какое значение имел Прокудин-Горский для в целом истории и культуры, в частности, вот, нашей республики. Ну, начнем мы с краткой биографической справки Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Ну, вы, наверное, все слышали об этой фамилии, но, скорее всего, вам неизвестны некоторые стороны его биографии. Вот попробуем сейчас разобраться, каким же образом он пришел к изготовлению цветных фотографий. Сергей Михайлович Прокудин-Горский является пионером, да, то есть первооткрывателем цветной фотографии в России. Кроме того, он является создателем так называемой коллекции достопримечательностей Российской империи. Кроме того, он является химиком, изобретателем, издателем, педагогом, а также общественным деятелем, то есть очень разносторонняя личность. Вот если обратиться вот в первые годы жизни Сергея Михайловича Прокудина-Горского, то он родился в таком довольно интересном месте под названием Фуникова гора. Это вот такая довольно небольшая деревня, которая находится, вернее, находилась когда-то в Покровском уезде Владимирской губернии. Теперь это, понятное дело, Владимирская область. Его отец, Михаил Николаевич Прокудин-Горский, был потомственным дворянином. И вся вот эта его деревня, Фуникова гора, да, также 300 душ крестьян, все им принадлежали. И вот есть такая специальная поколенная роспись, то есть практически все представители дворянского сословия вот составляли вот такую поколенную роспись. И вот есть такая же роспись и рода Прокудиных-Горских. Значит, согласно этой поколенной росписи, основателем рода Прокудиных-Горских считается татарский князь Мурза Муса. Вот здесь даже видно, да, в скобках указано Мурза Муса, который в свое время выехал из территории Золотой Орды, да, то есть когда Русь находилась еще под властью Золотой Орды, со своими сыновьями. Приехав, значит, на территорию Руси, он получил, значит, уже христианское имя Петр, и даже в 1380 году этот Мурза Муса, а именно или Петр, да, он участвовал даже в Куликовской битве вместе с Дмитрием Донским, и в этой битве он потерял всех своих сыновей. Теперь то, что касается вот возникновения его фамилии. Значит, как вы, наверное, заметили, его фамилия состоит из двух частей, да, Прокудин-Горский. Здесь, значит, слово Прокудин происходит от древнерусского слова прокуда, означающий проказник. Дальше, ну, вторая часть, да, Горский, она уже относится вот к населенному пункту, да, к родовому населенного пункта Прокудина-Горский, то есть в Фуниковой горе. Вот отсюда, значит, произошло вот эта вторая часть, да, Горский. Дальше, вот то, что осталось от вот этого населенного пункта Фуникова гора, да, вот такой незначительный такой указатель сохранился, а также вот такая вот такой вот специальный постамент, где выбиты фамилия, имя, отчество
полного тезки Сергея Михайловича Паракудина-Горского. То есть это не сам Сергей Михайлович Паракудин-Горский, а его прадед. Вот здесь, значит, написано, что он родился в 1789 году. Дальше вот следующий вопрос касательно того, где, когда обучался Прокудин-Горский. Ну, то, что касается, значит, его образования, то здесь необходимо сказать, что Прокудин-Горский не имеет ни одного законченного, не то что высшего, даже среднего образования. Но, конечно, родители Прокудина-Горского, они, конечно, хотели видеть в нем какого-нибудь чиновника, медика и так далее, то есть такого разночинца, да, то есть такие профессии, которые были именно популярны в то время. Вот, например, 3 года до 1886 года Сергей Михайлович учился в Александровском лицее в Санкт-Петербурге, но тоже не закончил полного курса. Дальше с октября 1886 по ноябрь 1888 года он слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Дальше с сентября 1988 по май 1990 года был слушателем Императорской военно-медицинской академии, которую тоже не закончил. Одновременно он начал изучать живопись в Императорской академии художеств. Но вот он вот в конце 80-х, скорее всего, даже в 90-е годы, он начинает вот заражаться именно вот фотографией. И вот в начале 20 века Сергей Михайлович выезжает в Европу, поскольку Европа была в то время центром развития фотографии. И вот он в Германии проходит обучение в городе Шарлоттенбург, это близ Берлина, под руководством доктора Адольфа Митте. И вот, значит, возвратившись уже сюда, в России, он уже развивает вот эту цветную фотографию, которой он обучался в Европе. То есть, таким образом, Сергей Михайлович Прокудин-Горский не имеет полного образования, ни среднего, ни высшего образования. И вот это вот отсутствие полного образования роднит его с такими людьми, как, например, Циолковский, да, великий русский ученый, самоучка, основатель вот современной космонавтики. То есть, если вот подумать, если бы, например, Сергей Михайлович закончил какую-нибудь, ну, например, ту же самую Императорскую военно-медицинскую академию, то, скорее всего, стал бы каким-нибудь земским врачом, да, и люди о нем бы просто не знали. Но вот то, что он был таким разносторонним и талантливым человеком, самоучкой, сделало из него такого человека мирового масштаба, о котором все знают, да. И вот как же началось его увлечение цветной фотографией? Ну, Сергей Михайлович был очень одаренным, да, и очень разносторонним человеком. Вот в начале 20 века он становится членом первого химико-технологического отдела Императорского русского технического общества. Дальше в 1898 году при этом же Императорском русском техническом обществе открывается фотографический отдел, и он становится его членом. Вот во время пребывания вот в этих, значит, отделах он печатает 2 труда, которые называются: первое о печатании с негативов и о фотографировании ручными фотоаппаратами. Дальше в том же 1898 году проходит 5-я фотографическая выставка в Санкт-Петербурге, и Прокудин-Горский здесь выступает с демонстрацией своих фотоснимков, которые были сделаны с картин художников 17 и 18 веков. Дальше, и вот во время его творчества, значит, съемок, изготовления цветных фотографий, его творчеством заинтересовался один из великих князей. Дальше этот великий князь пригласил, значит, его к самому императору, да, тогдашнему императору Российской империи Николаю II, и он получил, да, аудиенцию у императора,
несколько раз выступал при нем, да, показывал свои цветные фотографии. А императора Николая II его фотографии очень задели, да, и вот в 1909, 1912 и 1915 годах была организована целая фотоэкспедиция, да, фотоэкспедиция во главе с Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Вот в эти годы он занимался систематической фотодокументацией территории Российской империи. Для этого он, конечно, заручился поддержкой императора Николая II, и он получил в распоряжение специально оборудованный железнодорожный вагон, такой вагон-лаборатория, да, то есть в нем можно было жить и одновременно работать, да. То есть здесь обязательно должна была быть темная комната. Кроме того, Сергей Михайлович получил 2 специальных разрешения, которые давало ему доступ в запретные зоны, да, и содействовало. Это была такая, ну, такая справка, да, от имени императора, который практически ему давал доступ практически на всю территорию Российской империи, да, которого практически никто не обладал. И он провел фотообзор 11 тогдашних губерний Российской империи, в том числе среди них и оказалась наша тогдашняя Уфимская губерния, да, Башкортостан. В то время называлась Уфимская губерния. И вот давайте теперь начнем непосредственно говорить о том, каким образом Прокудин-Горский попал на территорию нашей республики, да, и какие снимки им были оставлены. Ну, во-первых, необходимо сказать, что вот эта коллекция цветных фотографий Прокудина-Горского, она в полном объеме практически хранится в библиотеке Конгресса США. Но может возникнуть вопрос, да, почему именно в США? А дело в том, что вот после революции 1917 года Сергей Михайлович выехал за границу, да, именно в Европу. Он поселился в Париже, во Франции, и жил вплоть до 1944 года, когда уже умер, да. И вот после его смерти, значит, его потомки вот всю коллекцию этих цветных фотографий они продали вот представителям библиотеки Конгресса США, и с тех пор, значит, эти снимки, они находятся там. И вот уже в начале 21 века, да, сотрудники этой библиотеки, они полностью сняли вот эти фотографии, да, и опубликовали на просторах интернета, да, просторах интернета, и каждый желающий теперь имеет возможность вот, посмотреть вот эти уникальные фотографии начала 20 века. И вот, значит, в конце июля 1910 года, уже побывав во многих губерниях тогдашней Российской империи, Сергей Михайлович Прокудин-Горский прибывает на территорию столицы Уфимской губернии, город Уфу. Здесь он пробыл, ну, кто-то говорит 1 день, кто-то 2 дня, ну, скажем, давайте будем иметь в виду, что Прокудин-Горский, если он сделал довольно-таки много перемещений, да, в Уфе, то есть сделал довольно, практически обошел всю Уфу, да, скорее всего, 2 дня, да, ему понадобилось для совершения вот таких съемок. И вот качество вот этих столетних снимков, да, а также цветные изображения, конечно, поражают воображение. Вот известно несколько цветных панорамных снимков города Уфы, сделанные в начале 20 века. Возможно, их больше, да, возможно, их больше. Просто, может быть, мы про эти фотографии просто не знаем, но вот то, что даже у нас есть возможность наблюдать, они, конечно, поражают наше воображение, поскольку еще раз необходимо вспомнить, да, что вот эти снимки, они были сделаны в начале 20 века. Как я уже сказал, в 70-е, 80-е годы, да, в Советском Союзе цветная фотография была довольно редким явлением.
И вот, значит, Сергей Михайлович обошел практически всю территорию Уфы. Начал он снимать с территории так называемой Сергиевской церкви. Это район монумента, да, современного монумента. Вот на улице Бехтерева, это вот остановка, не доезжая до остановки Аптека, да, на Менделеева. Там вот находится вот эта вот Сергиевская церковь. И вот он начал путь, значит, от Сергиевской церкви и дошел до района Архирейки. Да, Архирейка – это вот небольшой такой микрорайончик возле телецентра. И дальше вплоть до железнодорожного вокзала, да, железнодорожного вокзала. И вот здесь необходимо сказать, что в Уфе Прокудина-Горского интересовали прежде всего панорамные съемки. Вот сразу можете видеть вот на этой фотографии, да, то есть его интересовала прежде всего панорама, не какие-то конкретные здания, там дома, на церкви, да, или реки, которые вот он любил фотографировать в других губерниях, или людей в национальных костюмах, да, как вот когда он побывал в Узбекистане, например, он очень много снимал вот именно конкретного человека, например, такого. Он снимал даже бухарского эмира, да, тивинского эмира и так далее. Но в Уфе его в основном, конечно, привлекали вот эти панорамы. И вот здесь, вот, например, вот на этой фотографии мы можем видеть ну, современный район монумента Дружбы, да, монумент Дружбы. Вот здесь можете заметить, например, интересный мост через реку Белую, да, через реку Белую. Например, если сравнивать с современным мостом через реку Белую, да, то есть там, вы знаете, сейчас два моста, строится еще третий мост, да, а здесь даже на мост не похож, да, напоминает какой-то понтон. Дальше вдалеке, вот, сейчас вот следующий кадр, вот, это уже непосредственно вот с района, вот где находится памятник Салавату Юлаеву, да, памятник Салавату Юлаеву, вот примерно с этого ракурса он снят. И вот здесь вы можете заметить мост, железнодорожный мост, да, через реку Белую, который был построен в конце 80-х годов XIX века. Кстати говоря, вот немножко про историю этого моста, да, после того, как он был построен, и вот в начале 20 века, вот во время, например, революции, гражданской войны, вот один из пролетов этого моста был разрушен, когда чапаевские войска брали город Уфы, он был разрушен. Затем, после завершения гражданской войны, в 19 году, то есть после того, как уже красные захватили власть в Уфе, они этот мост отремонтировали и пустили уже поезда. Дальше он несколько раз был реконструирован. Вот последний раз реконструкция произошла в 2001 году, когда вот были заменены эти вот специальные металлические, да, металлические вот изделия были заменены на более прочные. Дальше, вот он пошел дальше и вот такие вот съемки делал. Это вот снимок сделан с другого ракурса, тоже на город Уфа. Вот посмотрите, какие дома, да, дома были в то время в городе Уфе. Ну, практически, да, если вот, например, посмотреть на фотографии, вот есть такая тоже фотоальбом «Старый Уфа» называется, где имеется фотография Уфы советского времени. Ну, я могу сказать, что дома практически ничем не отличались, да, вот, советского времени и дореволюционного времени. Даже я бы сказал, что в дореволюционное время дома были намного даже лучше выглядели, чем в советское время, и даже лучше, чем сейчас, да, некоторые такие частные дома. Дальше, вот, например, снимок, сделанный на железнодорожный вокзал, да, панорама железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал в Уфе был построен тоже примерно в то же время, когда был открыт железнодорожный мост, то есть тоже в конце 80-х годов XIX века. Дальше он несколько раз был разрушен и, значит, выстроен заново. И вот таким образом, вот такие снимки
Хочу вот обратить особое внимание на цвет, да, то есть настолько реалистично передает, да, цветовую гамму тогдашнего, тогдашнего времени. И, конечно, удивительное явление. Затем, после того, как вот эти съемки были произведены, Прокудин-Горский двинулся в сторону Златоуста. Это город, который располагается сегодня на территории Челябинской области, да, мы знаем. Но оказался он там не сразу, да, не сразу. То есть по пути Прокудин-Горский несколько раз останавливался для того, чтобы запечатлеть тоже красивые кадры, скажем, красивых мест, да. Мы знаем, что на территории Башкортостана очень много очень красивых мест, да, красивых мест. Ну, вот это еще одна фотография, сделанная в Уфе. Вот, кстати говоря, вот эта мечеть, да, мечеть, которая располагается на улице Тукая, да, улице Тукая, где в то время заседало Оренбургское Магометанское духовное собрание, да, это вот высшее, практически высшее духовное мусульманское учреждение, да, того времени. Ну вот, значит, несколько видов, да, которые были съемки, которые были сделаны во время вот поездки в город Златоуст. Ну, значит, останавливался, снимал вот такие красивые места, стога сена. И вот он остановился в башкирской деревне Яхья. Эта деревня располагается сегодня на территории Салаватского района Республики Башкортостан. И это, конечно, вот с этнографической точки зрения, это, конечно, настоящий кладезь. То есть для, вот, например, ученых, да, ученых-этнографов, которые вот непосредственно занимаются изучением этнографии, это, конечно, очень большая находка. Вот, например, двор одного из башкир, да, вот так выглядел двор тогдашней башкирской деревни Яхья. И вот, кстати говоря, вот мне довелось поработать в Национальной библиотеке имени Ахмедзаки Улугбека, Башкортостан. И там вот работала Айгуль Япарова, и вот она рассказывала, что на одном из снимков, вот она, на одном из снимков Прокудина-Горского она обнаружила свою прапрабабушку. И вот она начала, значит, узнавать от своей матери, от своей бабушки, да, и выяснилось, что это действительно, да, оказалась ее прапрабабушка, и даже вот в российской газете в 2000, если я не ошибаюсь, в 2015 году вышла специальная статья, которая была посвящена вот именно вот этому снимку. И вот, значит, на этом снимке, сейчас я покажу, вот этот снимок, на этом снимке изображена вот прапрабабушка Юлии Паровой и на ступеньках ее дома, да, ее дома. Вот, кстати говоря, вот с правой стороны вы можете заметить, да, пса, который там лежит. То есть вот почему-то в библиотеке Конгресса США вот эту фотографию вот специально как-то обрезали, и получилось, что вот этот, где этот песик? Так, он у меня почему сюда не вошел. Но вот этот песик, да, он как бы как будто бы является отдельным кадром. На самом деле это вот один единый кадр. Ну, здесь вот, значит, что мы здесь можем заметить? Во-первых, одежду, да, одежду. Ну, это, скорее всего, такая праздничная одежда, да, необыденная. Дальше мы здесь можем видеть, каким образом, да, делали дома в то время. И вот снимок вот той же ее прапрабабушки, да, которую, кстати, зовут Фархинас Бурханова. Фархинас Бурханова. И вот что вот написано вот в российской газете, да, в российской газете. Фархинас Бурханова прожила удивительную жизнь. Она была очень отважной женщиной, да, ходила в лес на охоту с ружьем.
и могла за один поход добыть десяток зайцев. Также она занималась кузнечным делом, подковывала лошадей, создавала украшения. Однажды она сделала своей внучке перстень из медной монетки. Кроме того, Фархинас отличалась феноменальной памятью. То есть она знала наизусть произведения башкирского эпоса, в частности, вот Урал-Батыр, учила этому детей, любила сказки Пушкина. Между тем, женщина отличалась крутым нравом и даже могла поколотить того, кто ее обидит. То есть довольно такая отважная, да, и храбрая женщина. Вот этот снимок, кстати говоря, мне передала сама Айгуль Яппарова, да, то есть, которая является вот прабабушкой вот Фархинас Бурхановой. То есть она мне специально снимок передала. Кстати говоря, этот снимок черно-белый, опять-таки, да, этот снимок был сделан уже в 20-е годы, скорее всего, в советское время. То есть вот с одной стороны фотография Прокудина-Горского, цветная фотография, с другой стороны вот черно-белая фотография, сделанная уже в советское время. Дальше вот такой снимок можно видеть тоже, сделанный Прокудиным-Горским на территории вот этой деревни Яхья Салаватского района. Или вот, например, снимок башкира, да, хозяина дома, который сидит на крыльце своего дома, думает о чем-то, да. Так, вот такие вот панорамные съемки тоже делают Прокудин-Горский. Здесь, например, подсолнухи растут, да. Так. Или вот, например, вот люди сравнивали, да, съемки, вот наверху съемок, сделанные в 1910 году Прокудиным-Горским, а снизу этот снимок сделали уже современные авторы. То есть вот можете видеть, да, что практически ничем они друг от друга не отличаются, да. То есть как было 100 лет тому назад, да, то есть примерно такая же ситуация и сохранилась на сегодняшний день. Теперь вот по поводу того, какое значение вообще имеет коллекция Прокудина-Горского, да, для нашей республики, в частности, истории, культуры. Ну, во-первых, с научной точки зрения, конечно, вот эта коллекция, оставленная нам Прокудиным-Горским, она, конечно, имеет уникальное значение. Во-первых, как для гуманитарных наук, да, скажем, для изучения истории, например. То есть мы с вами вот по этим снимкам можем видеть, какая была на самом деле республика тогдашняя, да, и Россия, республика. Дальше, с точки зрения этнографии, да, мы можем видеть, вот, какая одежда, да, быт, дальше, какие дома строили в то время, да. То есть вот с этой точки зрения тоже очень интересно. Так и вот с точки зрения технических наук, да, то есть с точки зрения, например, физики, химии, да, то есть каким образом вообще производились съемки каких-то объектов, затем как вообще изготавливали цветные фотографии. Дальше, это первый момент. Во-вторых, уникальность коллекции Прокудина-Горского, конечно, ценна с точки зрения перспектив, ну, по крайней мере, я так считаю, да, развития туристической отрасли. Что здесь имеется в виду? То есть вот по вот этим фотографиям, съемкам, да, которые вел Прокудин-Горский, те места, которые он проходил, эти маршруты, да, по которым он ездил. То есть вот по этим маршрутам можно создавать туристические маршруты, да. То есть, например, назвать его туристический маршрут имени Прокудина-Горского, например, да, и построить целый туристический маршрут. И вообще то, что касается вот туризма, да, развития туризма, то, конечно, Башкортостан – это уникальное место. Мы знаем, что в Башкортостане, да, в перспективе можно развивать не только вот экологический так называемый туризм, да, экологический туризм, но и культурно-познавательный и так называемый индустриальный туризм. Ну, вот то, что касается, например,
экологического туризма, то здесь все понятно, да, то есть то, что касается природы, красивых мест, конечно, Башкортостан — это уникальное место, а, и никто с этим, конечно, не может поспорить. Но можно здесь также в республике развивать, вот, например, культурно-познавательный, индустриальный туризм. То есть вот, например, в Башкортостане есть довольно много интересных исторических мест, связанных, например, с архитектурой, с какими-то скульптурными памятниками, да. И по этим местам тоже можно построить туристический маршрут и водить людей. Мы знаем, что туризм, например, играет очень важную роль, например, во многих странах очень такое прибыльное дело, да, и туризм является очень выгодным делом, да, с точки зрения вот, наполнения бюджета и так далее. И вот, конечно, вот наша страна очень сильно отстает в этом плане, да, именно вот развитие туризма. Ну, причин здесь несколько можно выделить, а самые основные — это вот мы считаем, что у нас, к сожалению, нет такой продуманной государственной политики по сохранению вот такого рода объектов прошлого. То есть у нас вот даже в Уфе, например, да, очень много улиц уфимских, где имеются вот такие исторические здания. Здесь не только дома, но и вообще объекты архитектуры, которые, к сожалению, со временем приходят в упадок, да, в упадок, и, к сожалению, мы их не реконструируем. То есть мы должны понимать, что мы оставляем своим потомкам, да, не вот эти вот высотки, каменные коробки, да, а мы должны оставить своим потомкам то, что действительно интересно, да, то, что имеет ценность, то, что было построено когда-то нашими предками в 19 начале 20 века. Дальше следующая причина вот такой неразвитости туризма, я считаю, у нас вот у людей нет осведомленности, а именно должной информации о том, о наличии вот этих вот такого рода объектов, об истории вот этих объектов. То есть, мне кажется, нужно именно вот работать в этом плане, то есть просвещать людей, знакомить людей с такого рода объектами, поскольку, как я уже сказал, вот, например, во время, например, посещения какого-то вот исторического здания в какой-нибудь европейской столице, да, вот эти вот страны, они зарабатывают довольно много денег, да, поскольку туристы, они приезжают и оставляют свои деньги. А у нас, к сожалению, это не развито. И вот в этом плане, конечно, вот я хотел бы привести вот несколько примеров, да, примеров именно тех мест, архитектурных таких сооружений древности, которые можно было восстановить, конструировать и вот привить такой интерес в людях. Вот, например, Воскресенский медиплавильный завод, да, который ныне находится на территории Мелеузовского района Республики Башкортостан. Вот этот завод, он был еще построен в 1745 году такими известными промышленниками, заводчиками, крупными сибирскими купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. Вот эти два человека, они практически построили все заводы, которые вот располагаются, ну, по крайней мере, в южной части, да, в южной части нашей республики. Кстати говоря, вот этот Воскресенский медиплавильный завод, он просуществовал вплоть до 1895 года официально, да, но некоторые исследователи говорят о том, что он даже мог существовать еще и в более позднее время, например, даже в начале 20 века. Но, несмотря на это, вот за время работы Воскресенский медиплавильный завод выплавил, да, и изготовил огромное количество такого рода медных изделий, да, медных изделий. Кстати говоря, вот источником для вот, из которого, значит, брали руду, да, были так называемые каргалинские медные рудники, которые располагаются на территории Оренбургской области, да, Оренбургской области. И вот, значит, где-то 200 километров они вот везли на территорию Воскресенского медиплавильного завода, и там
вот они уже изготавливали. Вот, кстати говоря, вот сохранившиеся здания, да, Воскресенского медиплавильного завода. Кстати, сохранность очень хорошая, да, то есть стены практически все сохранились. Дальше вот эта вот труба, да, которая это уже, значит, и печь сама, да, скорее всего, все это все сохранилось. То есть здесь, мне кажется, даже больших средств не понадобится для того, чтобы полностью реконструировать и привести в такой должный вид, да, должный вид. Дальше, вот помимо Воскресенского медиплавильного завода, есть вот его, например, побратим, да, очень похожий завод. Это вот Преображенский медиплавильный завод. Он, кстати, располагается на территории села Зилаир, Зилаирского района современного, да, республики. Этот завод был построен 5 лет спустя, тоже теми же заводчиками, то есть Кирпичевым и Местниковым, в 1750 году. И здесь, значит, плавили медь тоже до конца 19 века. Стены этого завода тоже довольно неплохо сохранились, да. То есть вот тоже один из таких примеров развития туристической отрасли, да. То есть можно водить спокойно людей и показывать вот эти вот уцелевшие, да, уцелевшие объекты. Дальше вот немножко о причинах, да, причинах того, почему вот эти заводы у нас строили в большом количестве, да. Ну, во-первых, необходимо сказать, что строительство такого рода заводов началось еще в конце 17-го, в начале 18 века. И вот в первом десятилетии, то есть в конце 17-го, в первом десятилетии 18 века основным строителем, да, или инициатором строительства такого рода заводов выступало государство. То есть государство вкладывало свои средства в строительство такого рода заводов. Дальше уже в 20-е годы 18 года строительством такого рода заводов занимались только представители семейства Демидовых, да, это крупные такие промышленники, очень известные. Дальше в третьем десятилетии 18 века строительством вновь начинают заниматься частные предприниматели. То есть таким образом потихонечку, да, уже в 18 веке Башкортостан становится одним из центров горно-заводской промышленности тогдашней Российской империи. Ну, какие основные, скажем так, самые основные, ну, в чем была удобность, да, удобность именно Башкортостана вот во время строительства такого рода завода? Ну, во-первых, это природно-сырьевая и экономическая предпосылка. То есть здесь, на территории Башкортостана, уже имелись огромные запасы вот различного рода руд, да, то есть и железных, и медных. Поэтому, как бы, не отходя от кассы, да, уже можно было привозить эту руду непосредственно к заводу, да, и уже заниматься выплавлением. Кроме того, вы знаете, что в Башкортостане большое количество леса, да, большое количество леса, а лес где можно использовать? Ну, понятное дело, лес в то время использовался в основном в качестве древесного угля, да, древесного угля, поскольку вот выплавлять в таком масштабе металла, да, то есть медь и железо, это необходимый уголь, но нужно иметь в виду, что минеральных руд еще, то есть минерального угля еще в то время не было, да, поэтому жгли в основном только лес, да, только лес. Дальше следующая причина – это вот густая сеть речных систем, да, поэтому это, во-первых, транспортная доступность, да, то есть по этим рекам можно было транспортировать продукцию и так далее, и так далее. Следующая причина – это социально-демографические предпосылки, да, то есть на территории республики уже располагались большое количество русских крестьян, да, русских крестьян. То есть отсюда уже была рабочая база, да, для того, чтобы их можно было использовать вот в этих заводах, да. При этом платили им, конечно,
очень маленькие, да, маленькие зарплаты. Дальше, вот башкиры, да, которые жили вот на этой территории, они были очень хорошими рудознатцами. То есть они знали, где располагается какая руда, да, и поэтому вот промышленники спрашивали, да, и они легко могли показать, где какая руда, значит, хранится. Дальше, следующая причина – это политические предпосылки. То есть мы знаем, что в начале XVIII века Российская империя ведет большое количество разных войн. Да? Петр I, например, практически до 21 года ведет так называемую Северную войну, да, со Швецией. И, конечно, для ведения успешной войны необходимо было огромное количество разного рода ресурсов, да, изделий, и в том числе металлических изделий. Поэтому, конечно, появление этих заводов, оно было не просто так, да, не просто так. То есть нужно было огромное количество разного рода ресурсов. И таким образом, значит, появление вот этих заводов, да, появление заводов было связано с заинтересованностью государства в строительстве такого рода заводов. И поэтому вот я считаю, что в Башкортостане, да, в Башкортостане есть база для дальнейшего развития, ну, в частности, например, туризма, да, туризма. Ну, вот примерно то, что я хотел вам рассказать. Если есть какие-то вопросы, да, то могу выслушать. Спасибо большое. Мне было очень интересно, я вообще мало чего об этом знала. У меня вопрос. Были ли какие-то подобные фотографы, как Прокудин Горский, или он был прям уникальным в своем роде? И второй вопрос, это есть ли сейчас какие-то книги с его фотографиями, которые допустимо, чтобы не на экране посмотреть фотографии, а в каком-то бумажном варианте? Так, Рената, я не совсем услышал вторую часть вашего вопроса. Так, сейчас слышно? Да, ну сейчас более-менее, да. Второй вопрос. Есть ли какие-то книги с фотографиями Прокудина Горского, чтобы посмотреть в бумажном варианте? Мгм. Так, ну, отвечаю вот на первый вопрос. Был ли Прокудин Горский единственным фотографом того времени, да? Да, действительно, Сергей Михайлович Прокудин Горский был единственным, да, и очень уникальным человеком, который снимал такого рода, делал такого рода съемки, да, и изготавливал цветные фотографии. То есть в России это был единственный человек. В Европе были тоже другие люди, которые тоже занимались, да, тоже занимались изготовлением цветных фотографий, но в России Сергей Михайлович Прокопьев был единственным человеком. Дальше отвечаю на второй вопрос, то есть есть ли какая-то книга, да, или фотоальбом, который знаком со снимками Прокудина-Горского. Вот я не знаю, есть ли бумажная версия, да, бумажная версия со снимками Прокудина-Горского. В России я не знаю, но, скорее всего, за рубежом их много, да. В частности, вот американцы выпускали несколько таких фотоальбомов в бумажном виде, да. А вот в интернете, то есть фотографии можно легко найти. То есть просто вводите в Яндексе, в Гугле фотографии Прокудина-Горского, и все снимки, да, которые сделаны не только на территории Уфимской губернии, но и в других губерниях, да, все эти снимки, они доступны. Поняла, хорошо, спасибо большое. Так, есть еще какие-то вопросы?
Ну, вам спасибо большое, да, что послушали. Вам спасибо. Вопросов нет, я тут не буду пока что останавливать Ну, я так запись. думаю, да, что вопросов больше нет. Вот, спасибо вам большое.